Салават Юлаев – национальный герой Башкортостана. Его имя носит целый город, сельский район, хоккейный клуб, улицы и проспекты. О его повстанческой деятельности написаны десятки книг, имеются сотни публикаций. Однако многие из них грешат однобокостью, попытками подогнать исторический материал под современные им концепции. Кем он был на самом деле и каким остался в истории и в памяти народа. Пугачевщина, по выражению Пушкина, была бессмысленным бунтом в том смысле, что она не могла иметь реальных последствий, то бишь, например, отмену крепостного рабства или введение Конституции. Но ведь восставшие не заглядывали так далеко вперед. Ими двигало чувство справедливости, которое понималось как возмездие за свое попранное человеческое достоинство. Если крестьяне руководствовались ближними целями отмщения своим рабовладельцам, то казаки и башкиры ставили перед собой четко осознанные задачи. Секретарь Пугачевской военной коллегии Алексей Дубровский на допросе показывал: «Во всем возмущении начатия дела состоят причиной яицкие казаки, которые, сообщась заедино, думаю, с башкирцами, хотели отменить учиненную якобы им обиду от бояр». Крестьяне в первую очередь хотели отомстить помещику, не задумываясь о том, что будет в последующем. Ну а для руководителя, конечно, он отнюдь не был бессмысленным и беспощадным, потому что они видели дальний план. Башкиры видели свою страну свободной, а Пугачев, возможно, видел себя на троне в качестве справедливого царя. Писатель Филипп Нефедов на примере отца Салавата Юлая Азналина описал настроение башкирской знати накануне восстания. Юлай был вотчинник, человек богатый, умный и влиятельный. Местные власти относились к башкирскому старшине с доверием. Недаром же Юлай участвовал в погоне за калмыками и ходил в Польшу усмирять польских конфедератов. Но башкирский старшина в действительности далеко не был тем, чем он так искусно умел казаться. На глазах у Юлая пылали башкирские селения, разорялся край. У него самого, купцом Твердышевым, отнята земля под Симский завод. Истый башкир, горячо любивший родину, Юлай не мог оставаться равнодушным зрителем. Он маскировал свои чувства, но в душе оставался недоволен и таил месть. От такого отца родился Салават. Юлай Азналин, башкирский старшина улуса Шайтан-Кудей и главный старшина сибирской дороги Башкирии, один из командиров башкирского корпуса во время польского похода 1771-72 годов. Повстанческое звание – главный атаман. В разгроме Пугачева власти решили использовать башкир. Так было всегда. Если бунтовали башкиры, против них отправляли казаков. Если казаки, отправляли башкир. И вот впервые в истории они решили, что хватит быть слепым орудием в руках правительства. Впервые они решили объединиться во имя достижения общей цели – вольного Яйка и свободной Башкирии. Правительство мобилизовало около 5000 башкир, которых с лихвой бы хватило, чтобы задушить пугачевщину в зародыше. Однако они без раздумий перешли на сторону восстания. Среди них был еще никому неизвестный воин Салават Юлаев. Мы не знаем, как он выглядел в жизни. Его зрительный образ в массовом сознании ассоциируется с актером Арсланом Мубаряковым, сыгравшим роль Салавата в картине режиссера Якова Протазанова. Однако то, каким показан он в фильме, не совсем соответствует действительности. Во-первых, настоящий Салават был значительно моложе. А во-вторых, являясь сыном старшины, он должен был носить тяжелые доспехи и шлем, а из вооружения иметь саблю, пику, лук со стрелами, а также турку, мушкет восточного производства, которыми обладали все знатные башкиры. Вон она, который красивый. Кинзя, Арсланов. Очень умный человек. А в Малахае, который поет. Салават Юлаев, самый главный ихний батыр, а за ним отец его. Мудрый Юлай.
Пугачев знал, что башкиры, в общем-то, недовольны своим положением и готовы бороться за свою лучшую долю. И вот он своих, значит, башкирских эмиссаров и отправил в Башкирию, надеясь на то, что башкирское войско станет на его сторону. И его надежды оправдались. Башкиры ведь почти поголовно участвовали в его движении. Получив звание полковника, Салават Юлаев отправляется из лагеря Пугачева на родину, Сибирскую дорогу Башкирии. Здесь он в короткие сроки собирает отряд и, двигаясь на север, 12 января 1774 года без боя захватывает Красноуфимскую крепость. Далее он отправляется к столице Пермского края, городу Кунгуру, и осаждает его. К началу 1774 года на территории исторической Башкирии сложилось несколько повстанческих районов – Уфимский, Мензелинский, Челябинский, Кунгурский – во главе со своими командирами. Вопреки устойчивому штампу, Салават вовсе не был вождем всей Башкирии. Он был лишь одним из целого ряда знаменитых башкирских предводителей. Однако только ему было суждено стать национальным героем. 23 января 1774 года повстанцы организовали генеральный штурм Кунгура. Во главе 3000-го войска при 10 пушках Салават атакует город с севера. Табынский казак Иван Кузнецов с 1000 крестьян и казаков при 6 пушках наступает с юга. В одном месте юлаевцам удалось пробить брешь в крепостной стене и ворваться в город. Однако атака вскоре захлебнулась. Ничего не добившись, Кузнецов уезжает в Уфимский лагерь, а Салават, получивший серьезные ранения, отбывает домой. В память о днях кунгурской осады крестьяне русских селений сочинили песню. Салават наш был герой, смело он ходил на бой, 3 кольчуги надевал и к Кунгуру подступал, 40 пушек заряжал, да в Кунгур крепость стрелял. Осада Кунгура, впрочем, как и осада других городов Оренбурга, Уфы и Мензелинска, закончилась неудачей. Что неудивительно, казаки и башкиры были отличными кавалеристами и мастерами степной войны, но крепостей брать они не умели. Именно под стенами названных городов восстание потеряло свой темп. Правительство оправилось от шока, вызванного разгромом карательной экспедиции генерала Кара, и организовало новое наступление. Подтянув войска к границам Башкирии, новый главнокомандующий генерал-аншеф Бибиков отдает приказ об одновременном наступлении на разных направлениях. Генерал Голицын двигался к Оренбургу, полковник Бибиков – к Мензелинску, подполковник Михельсон – к Уфе. К Красноуфимску, все еще находившемуся в руках юлаевцев, был отправлен подполковник Попав. 14 марта Салават Батыр, имея под своим командованием 3000 воинов, атаковал правительственный отряд. Злодеи, всеми силами наступая, понудили нашу конницу к ретираде, из которой по несметельству задние скакали прямо на пехоту, писал в рапорте подполковник Попав. Однако стойкость пехоты и огонь артиллерии сделали свое дело. Злодеи, видя наш фронт идущий, остановясь, стреляли из ружей и луков и, наконец, стали помалу мешаться, клонясь к ретираде. В сражениях под Кунгуром и Красноуфимском Салават Юлаев показал себя отважным воином и хорошим командиром. Пытаясь компенсировать преимущество правительственных войск в огневой мощи и тактике ведения боя, он проявлял смекалку, устраивая засады и используя маневренность своей конницы. Однако, что могли противопоставить лихие бунтовщики против лучшей армии Европы? Только свою смелость и боевой дух, которого хватило еще на целый год неравной и заранее обреченной на поражение войны. 22 марта 1774 года недалеко от Оренбурга генерал Голицын разбил главную армию Пугачева. Самозванного царя от пленения спасло только то, что Кинзи Арсланов увел его вглубь Башкирии, а потухшее было восстание вспыхнуло с новой силой. Кинзи Арсланов, башкирский старшина улуса Бушман Кыпчак, главный полковник и командир башкирской конницы главной армии Пугачева. Пушкин пишет:
Башкирцы не унились. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казни 1741 года, явился между ими с сыном своим Салаватом. Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящей силой. Башкиры! За свободу! За счастье наших детей! Вперед! Тем временем из Уфы на перерез к Пугачеву ускоренным маршем двигался корпус подполковника Михельсона. 6 царских генералов – Фрейман, Деколонг, Станиславский, Ларионов, Голицын и Рейнсдорп – расписались в бессилии настигнуть самозванца. Лишь Михельсону выпала честь снискать славу сокрушителя Пугачева. Иван Иванович Михельсон – участник Семилетней войны, русско-турецкой войны, боевых действий против польских конфедератов. В чине генерала от кавалерии командовал башкирскими полками в русско-шведской войне 1788-1790 годов. На реке Сим Салават преградил путь Михельсону, чтобы дать возможность вождю восстания оторваться от погони. Пушкин пишет: Михельсон продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом. Близ деревни Ярал Михельсон вновь столкнулся с отрядом Салавата, о чем сообщал в рапорте. Приближись к ним, они, начав стрельбу, прямо кинулись на моих передовых. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли к нам навстречу. Однако помощью Божьей, по немалом от них сопротивлении, были обращены в бег. До этого, при взятии Уфы, Стерлитамака, Михельсон выражал свое удивление тем, что представители других народов все, значит, идут массами, сдаются, кроме башкир. Еще в марте при освобождении Уфы Михельсон удивлялся ожесточенному сопротивлению башкир, в коих, по словам царского офицера, злость и жестокосердие с такой яростью вскоренилось, что редкий живой в полон отдавался, а которые и были захвачены, то некоторые вынимали ножи и резали людей. 17 мая Михельсону вновь пришлось убедиться в справедливости своих прежних оценок. После очередного сражения он докладывал: «Злодеи, будучи вооружены, по большей части в латах и в кольчугах, бросились ко мне с великим бешенством. Однако, сколь злодеи не старались усиливаться, были опрокинуты, потеряв на месте и вдогонку человек до 300, в числе коих их главный предводитель Бектимир». Бектимир Уразаев, башкирский старшина Улуса Барын Сибирской дороги Башкирии, сын Ураза Абзанова, участника восстания 1737-39 годов, приговоренного Татищевым к смертной казни. Такого бешеного сопротивления Михельсон не ожидал. Живых я злодеев едва мог получить 2 человека из забежавших в озеро. Каждый из сих варваров кричал, что лучше хочет умереть, нежели сдаться. Я не могу понять причину жестокосердия сих народов, в сердцах восклицает потрясенный Михельсон. Тем временем, собравшийся силами, Пугачев подошел к деревне Киги, где его уже ожидал Салават Юлаев. Впоследствии на допросе он следующим образом описывал их встречу. Старшина Салават, подъехав к нему, Емельке сказал: «Это стоит наше башкирское войско, и мы дожидались Ваше Величество. А нас где, старшин здесь 3. И он, Емелька, сказал: благодарствую, послужите мне». Можно. Спасибо, храбрый Салават, за добро, за табун жеребцов, эх и кони, за башкирский полк, богатыри! Башкирский народ друг тебя, большой друг. 3 и 5 июня Салават и Пугачев дали 2 сражения Михельсону. Исход этих боев оценивался по-разному. Согласно мнению царского полководца, бунтовщики потерпели поражение. Версия Салавата была изложена в обращении к другим полевым командирам.
Мы, встретив известный вам гусарский полк, дали 2 сражения. Многих и многих их людей мы побили, лишь немногие из них спаслись бегством. Третья версия, по-видимому, самая близкая к истине, принадлежит Пугачеву. Ни Михельсон его не разбил, ни он, Емелька, Михельсону вреда не сделал. И разошлись. Тем не менее, тактическая победа была на стороне повстанцев, ведь не они, а Михельсон прервал многодневный поединок. Его соединение, потрепанное в сражениях с Салаватом и другими башкирскими командирами, нуждалось в пополнении, и он отдал приказ об отступлении обратно в Уфу. Салават предлагал Пугачеву напасть на Уфу, но государь Петр Федорович, памятуя храбрость Михельсона, поостерегся идти вслед за ним к центру Уфимской провинции. Не встречая более никаких преград, Пугачев со своей армией, набранной в Башкирии, идет к крепости Оса. Во время одной атаки Салават вновь получает тяжелое ранение и отбывает на излечение домой. Пути самозванного царя Петра III и бесстрашного Батыра расходятся навсегда. Пугачев уже идет в западное направление, на Казань, и всенародно объявляет о своей конечной цели взять Москву и сесть на трон. Войска полковника Толстого, оборонявшие Казань, были разбиты, а город сожжен. 10-тысячной башкирской конницей, шедшей в авангарде, командовал Юламан Кушаев. Юламан Кушаев, старшина улуса Карат-Абын. До войны имел стаж 25-летней пограничной службы. Повстанческое звание – генерал. Однако не следует забывать, что именно отчаянное сопротивление Салавата действиям Михельсона позволило Пугачеву вырваться на оперативный простор и атаковать Казань. В июле 1774 года был подписан мир с Османской империей. Закаленные в боях подразделения снимались с линии фронта и прямиком отправлялись в Башкирию. Сюда же был командирован и генерал Суворов. Видя бессмысленность сопротивления, многие башкирские предводители стали подумывать о примирении с правительством. Вопреки общему мнению, это не было безоговорочной сдачей или капитуляцией. Екатерина II и ее министры делали все возможное, чтобы перетянуть башкир на свою сторону. Начальник секретной комиссии генерал Павел Потемкин, смешивая лесть с угрозами, стыдил их. Не гнусно ли для славного башкирского войска с разбойником и сущим злодеем Пугачевым иметь сообщение? В итоге был придуман способ легализации большинства башкирских полевых командиров. Русское население, находившееся на территории Башкирии, в первую очередь это работники заводов, городков, крепостей, остались без продовольствия. То есть их зимой ожидала голодная смерть. И вот в эти места надо было срочно завести продовольствие. Сделать это без башкир было невозможно. И вот тогда Екатерина II лично принимает такое решение. Императрица предлагает башкирским предводителям организовать поставку продовольствия из Исетской провинции в Уфимскую. За это им гарантировалась полная амнистия. В такой завуалированной форме правительство предлагало башкирам сложить оружие. Ну а почему башкирам отказаться? Во-первых, им не предъявлялся и ультиматум. Во-вторых, это было сделано в деликатной форме. Ведь они понимали, что восстание-то уже разбито. На предложение Екатерины откликнулись все знаменитые предводители. Каранай Муратов, Каскын Самаров, Муйнак Сулейманов, Юлай Азналин. Все, кроме Салавата. Он продолжал вести боевые действия против отряда подполковника Рылеева. Последнего удивляло военное искусство мятежного Батыра. После одного из боев он писал: «Будучи на марше, повстречавшим злодеем башкирцем Салаваткою имел прижестокое сражение.
Дерзкий прожект столь был сделан с их злодейскими мыслями против уверенных мне войск вреден, которых я от такого вероломного народу никогда не воображал, однако ныне видел в настоящем деле. В распоряжении науки имеются документы, отражающие факты мятежной биографии Салавата. Однако они не затрагивают его личности. Поэтому единственным источником по данному вопросу являются работы краеведов Руфа Игнатьева и Филиппа Нефедова, писавших, что называется, по горячим следам пугачевщины, когда были живы, если не сами участники, то, по крайней мере, их дети. В записанных ими преданиях Салават изображается не только отважным воином, но и религиозным человеком, подвижником ислама и вдохновенным поэтом. Нефедов продолжает. Салават – представитель не одной грубой физической силы. Он ученый и поэт, он знает Коран и шариат. Перед юношею почтительно склоняют головы старики. О нем все говорят, и начитанности его удивляются не только муллы, но даже сами ахуны. Мысль об освобождении Родины не давала ему покоя и звала на дело, манила на подвиг. В своем религиозном поэтическом настроении он не раз слышал самого Бога, повелевшего ему восстать на врагов и освободить Родину. Это не простые, не случайные слова, а эти слова, свидетельствующие о том, что Салават был и религиозным деятелем, в частности, был суфием и, возможно, даже суфийским шейхом. Об этом, кстати, ведь и его творчество свидетельствует. Вот его стихи, они же проникнуты прямо идеями суфизма. «Я гляжу на цепи гор в нашем благостном краю, и, вбирая их простор, Божью милость познаю. Песни неба раскололось, соловей поет вдалу, как азан звенит твой голос, Богу вознося хвалу. Не зовет ли на молитву верных мусульман, провожает меня в битву мой Урал, родимый стан». Лично прослушав ряд песен башкирских сказителей о Салавате, Руф Игнатьев делает вывод, что это был батыр, посланник Аллаха и патриот, вроде какого-нибудь Казимуллы или Шамиля. Упомянутые Гази Магомед и Шамиль были имамами Дагестана и Чечни, а также членами суфийского братства Накшбандия. Салават, он был не просто, скажем так, военачальник, и не просто, скажем, администратор, вожак. Он, видимо, еще был религиозным руководителем восстания. Просто мы об этом не знаем и можем догадываться только по косвенным фактам. То есть вот человек более-менее посвященный вот, проблему суфизма, он должен обратить внимание на такие вещи. Стихи Салавата проникнуты мыслью о Божьей мудрости, создавшей этот прекрасный мир, а потому долг батыра защищать свою родную землю. Судьба джигита в руках Родины, а судьба Родины в руках джигита. И все же, почему Салават не откликнулся на предложенный правительством компромисс? Ну, во-первых, Салават ведь был молод, а молодые они максималисты. Во-вторых, он все-таки был героем, а герои на компромиссы не идут. Они не подстраиваются под события, а заставляют события считаться своей волей. 27 октября 1774 года к Салавату от имени Екатерины II лично обратился генерал Потемкин. «Башкирскому старшине Салавату Юлаеву истинным сожалением побуждаюсь я сделать в последний раз сие увещевание. Покайся, познай вину свою и приди с повиновением. Я, будучи уполномочен всемилостивейшую Ея Величество поверенностью, уверяю тебя, что получишь тот час прощения». Однако неукротимый Салават и на этот раз проигнорировал предложение правительства. Через месяц он был схвачен. Как показало следствие, Салават и его ближайшие соратники дали клятву, чтобы им до самой их погибели находиться в беспокойстве и не покоряться.
Высокий моральный дух, яркий поэтический дар, искусство воина и, наконец, ореол мученика, который один пострадал за весь народ, превратили Салавата в героя народных песен и былин еще при его жизни. Позднее он стал олицетворением всех вождей предыдущих башкирских восстаний. В его образе слились забытые под толщей времени другие герои башкирского народа – Сарым Эрген, Саид Джафар, Алдар, Кучум, Кельмак, Карсакал. Салават стал символом многовековой борьбы башкирского народа за свою свободу. Он стал национальным героем Башкортостана.